Вене! Концерт Джейсон Дерула. Блин, так классно. В общем, хотелось сказать, что мое имя очень популярно. Приветствуем вас, друзья! Это очередные серии ТВ-проекта One Travel. За окном красивый летний пейзаж Центральной Европы. Мы, нашей съемочной командой, направляемся в сердце Европы, в старинный город Вена. Час пути, и мы уже расселись в предвкушении ужина в одном из рыбных ресторанов Вены на берегу реки Дунай по приглашению посла Кыргызстана в Австрии Бакыта Алиевича. Пользуясь случаем, хотим выразить огромную благодарность всем сотрудникам посольства и лично господину послу Бакыту Алиевичу за уделенное время и поддержку. Бакыт Алиевич также является постоянным представителем Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене, а также послом Кыргызстана в Венгрии и Словении. Всем привет, дорогой наш любимый зритель! Это проект One Travel, и мы его ведущие Аида, Самат Долотбаковы. Если вы готовы, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем наше путешествие по Вене. Сейчас около 9 утра. Впереди нас ожидает очень насыщенный и интересный день. Даже дождик на улице ничуть не портит нам настроение. Здравствуйте! Хорошо у вас как? Отлично. Друзья, я хотел бы вас познакомить. Это Айка. Она живет в Вене. Уже сколько лет живешь? Более 7 лет. Более 7 лет. Вы представляете? Наверное, вот у тебя шикарный немецкий, да? Ну, нормально пока что. В общем, ей большое спасибо, потому что с самого начала, когда мы находились в Кыргызстане, она полностью курировала нашу логистику, переживала за нас, все приготовила. В общем, тебе большое спасибо, Айка. Она будет нас сопровождать все эти дни, будет показывать нам интересные места. И знакомить с центром Европы, с историческим городом Вена. В Вене мы решили позавтракать в Макдональдсе. Да, нездоровая пища, но очень вкусная. А я считаю, что можно питаться фастфудом по утрам, а особенно, если ты турист и тебя ожидают многокилометровые прогулки по городу. Мне нравится, что в Европе очень много живых концертов легендарных, знаменитых певцов, артистов. Вот сейчас, через несколько дней, в Испании пройдет концерт Уитни Хьюстон. 22 октября в Вене даст концерт Джейсон Дерула. Блин, так классно! В общем, хочется здесь быть постоянно, да? Да, пойдемте дальше. Вы понимаете, так зовут меня. Так называют кондитерскую. В общем, хотелось сказать, что мое имя очень популярно. Так что я люблю свое имя. И спасибо моим родителям за то, что так меня назвали. Джаном, а что у нас на ужин? Алия. Полезные макароны. Австрия – государство в Центральной Европе с населением 8,5 миллионов человек. Столица – старинный город Вена. Государственный язык – немецкий. Австрия – одна из богатейших стран мира. Внутренний валовый продукт страны в 2017 году составил 416 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения – около 48 тысяч долларов США. Денежная единица – евро. Она является членом Организации Объединенных Наций и Европейского Союза. В 1955 году провозгласила постоянный нейтралитет и неприсоединение к каким-либо военным блокам. Австрия на 70% горная страна. Средняя высота над уровнем моря составляет около 900 метров. Большая часть занята Восточными Альпами. Лето теплое и солнечное. Средняя температура составляет плюс 20 градусов. По мере подъема вверх температура ночью может достичь нулевой отметки. Зима мягкая в равнинах и холодная в горах. Температура на равнинах опускается до -2, а в горной местности до -14 градусов.
Согласно переписи 2016 года, крупнейшая этническая группа – немецкоязычные австрийцы, составляют 88% населения страны. Также в Австрии проживает 6 признанных национальных меньшинств – хорваты, словенцы, чехи, словаки, венгры и цыгане. Основной язык – немецкий. Разговорный и официальный язык австрийцев существенно отличается от официального немецкого языка Германии. Разговорные австрийские диалекты близки баварскому диалекту Германии и немецкому языку Швейцарии. Австрия – страна традиционного зимнего туризма. Наряду со Швейцарией, эта страна является своего рода горнолыжной меккой для европейцев. Сегодня для страны туризм является основным источником дохода, покрывающим традиционно отрицательное торговое сальдо. В этой отрасли средних и мелких туристических предприятий задействованы гостиницы, рестораны, курортно-лечебные учреждения, бассейны и пляжи. В общей сложности занято около 400 тысяч человек. По удельному весу валовых поступлений от туризма в ВВП более 6%. Государство занимает одно из ведущих мест в мире, а по доходам от туристического сектора экономик малых стран Европы прочно удерживает лидирующие позиции. Вена – федеральная столица и одновременно одна из 9 федеральных земель Австрии, культурно-экономический и политический центр данного государства. Население Вены составляет чуть меньше 2 миллионов человек. Таким образом, Вена является самым крупным по населению городом Австрии, занимая 7-е место среди самых крупных городов Европейского Союза и 2-е место среди немецкоязычных городов после Берлина. Вена является 3-м городом резиденции ООН после Нью-Йорка и Женевы. Венский международный центр включает в себя Международное агентство по атомной энергии, несколько подразделений Организации Объединенных Наций, а также штаб-квартиры международных организаций ОПЕК и ОБСЕ. В течение многих столетий Вена являлась городом-резиденцией Габсбургов, а во времена их правления и столицей Священной Римской империи германской нации, превратившись в культурный и политический центр Европы. Собор Святого Стефана был впервые построен 9 веков назад. С тех пор очень много раз он перестраивался, достраивался и обрел нынешний вид в 15 веке. В этом месте были похоронены очень много монархов, и даже та самая знаменитая семья, австрийская семья, семья Габсбургов. Высота башни достигает 120 метров. Это порядка, если сравнить с 40-этажным домом. Собор Святого Стефана – символ не только Вены, но и всей Австрии. Его величественный шпиль, возвышающийся на 136 метров, виден из большинства районов столицы. Грандиозный готический собор на главной площади города известен не только своей внешней красотой, но многочисленными реликвиями, иконами, церковной утварью и произведением искусства мирового уровня. Штеффи, как любовно называют его венцы, почти без потерь просуществовал предыдущие 700 лет. Пережил множество войн, но уже в наше время не смог уберечься от простой человеческой глупости. И тем не менее, глядя на потрясающую мозаичную крышу, стрельчатые своды и впечатляющие витражи, хочется верить, что собор Святого Стефана уже никогда не исчезнет с венского пейзажа. История Штеффи началась в 1359 году, когда был заложен первый камень нового Венского католического собора. Его доминанта, Южная башня, строилась почти столетие. Не менее величественная должна была стать и Северная башня, заложенная в 1450 году. Правда, она так и не была закончена, застыв на высоте 70 метров. Сегодня в обеих башнях открыты смотровые площадки, позволяющие полюбоваться живописными видами города. К сожалению, из-за большой очереди туристов нам не удалось туда попасть.
Храм почти не пострадал при бомбежках Второй мировой, но был сильно разрушен мародерским поджогом в апреле 1945 года. Северная башня упала вместе с легендарным колоколом Пумерин. Убранство погибло в огне. Реставрационные работы проводились на частные пожертвования венцев. Штефи вновь распахнул двери только в 1952 году. Его восстановление продолжается и по сей день. Мам, а давай мои любимые макароны. Алия не только вкусно, но и полезно. Вообще, я хотел бы сказать одну вещь. Вообще, ислам никогда не запрещал изучать, интересоваться другими религиями. Вот. Но так как это, в первую очередь, достопримечательность, и все-таки это очень большая история, которая имеет минимум 10 веков. И соприкоснуться с этой историей, побыть вот частью нее и ощутиться вообще внутри такого здания, это вообще, конечно, очень интересно. Этот собор нам интересен как историческое наследие, и аура внутри очень необычная, знаете, чувствуется величие, красота, и хочется понаблюдать за архитектурными достояниями. Посмотрев и ощутив всю эту историческую красоту, мы пошли дальше открывать для себя этот изумительный город. В начале 20 века в Вене проживало 2 миллиона человек. Она занимала 4-е место среди крупнейших городов мира, уступая лишь Лондону, Нью-Йорку и Парижу. После Первой мировой войны, повлекшей за собой окончательный развал империи, население Вены сократилось почти на четверть и расти перестало. Согласно результатам международного исследования агентства Mercer, опубликованного в 2017 году, в котором сравнивалось качество жизни в 200 городах, Вена 5-й раз подряд заняла 1-е место в мире по качеству жизни. Этот город получил лучшие оценки в сферах инфраструктура, общественный транспорт, банки и финансы, безопасность, культура и свободное времяпрепровождение. В давние времена, а точнее в 19 веке, австрийских солдат, военнослужащих наказывали и закрывали вот в такие темницы. А сейчас, в данное время, туристы бросают монетку, а в данном случае мы бросим 50 центов и загадаем желание. Дорогой, любимый зритель, мы желаем, наша семья желает, чтобы и вы однажды обязательно посетили Австрию, точнее Вену. Отсчет европейских образцов архитектуры Австрии следует вести от архитектурных сооружений Древнего Рима. Известно, что римляне еще при жизни императора Октавиана Августа захватили большую часть земель современной Австрии и построили здесь несколько крепостей для римских гарнизонов. Мы сейчас находимся во дворе Индербург, и позади нас находится статуя императору Францу Первому, которая была построена 2 века тому назад. Вокруг этого памятника вы сможете увидеть 4 аллегорических статуи. Они символизируют мир, войну, справедливость и веру. Переход к готике в Австрии произошел лишь примерно в 13 веке. Готическая архитектура и готическая стилистика имели заметное развитие в течение 200 и 300 лет и стала ведущими в местной культуре. Австрия становится известной частью так называемой Священной Римской империи германской нации. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Отгадайте, а что позади меня? Позади меня большая историческая библиотека. Посмотрите, какие масштабы, какое величие. Впечатляет очень сильно.
Австрийская национальная библиотека располагается в помещениях дворца Хофбург, бывшей резиденции императорской семьи Габсбургов. Здесь хранятся экземпляры всех австрийских изданий, работы австрийских авторов, изданных за рубежом, а также произведения об Австрии. В коллекциях хранится более 7,5 миллионов экземпляров книг, 180 тысяч папирусов, самый древний из которых датирован 15 веком до нашей эры. Кроме того, здесь находятся рукописи, старинные и редкие книги, карты, глобусы, картины, фотографии, автографы, плакаты и партитуры известных композиторов. Ура! Наши любимые макароны Алия уже готовы. Давайте ужинать и смотреть One Travel. Строительство в стиле барокко началось в XVI веке. Уже тогда широко ценились проекты и труд архитекторов Италии. Потому барокко Австрии развелось под мощным влиянием барокко Италии. В последующем в Австрии господствует неоготика, неоренессанс, необарокко, неогрек и другие стили, что мы прекрасно можем заметить, гуляя по улицам Вены. Очень удобная система вообще по городу Вена. Есть вот такие вот парковки для байков, для велосипедов. Ты приходишь, вот такая вот карточка, если ты студент, это международная студенческая карта. Вот такие вот есть терминалы. Можно будет ее внести, то есть ее надо положить туда. И там выходит код. Код с номером этих велосипедов. Каждый велосипед имеет свой номер. Первый час, кстати, бесплатный. То есть можно, например, спокойно взять здесь, прокатиться по городу в течение часа и оставить в другом месте. И точно так же пойти дальше. Или взять, я не знаю, взять можно второй, этот следующий байк или нет. Мне подсказывают, что нельзя. Но в целом это очень удобно, я не знаю. Если подобный проект внедрить в Кыргызстане, то, мне кажется, это будет вообще бомба. Пойдемте. Электр поход, ваш потерянный электр. Вспомню молодость. Вообще мы сама там решили по приезду Кудай Аласа, Бишкеке Гельгенде обязательно пересядем с наших автомобилей на вот такие велосипеды. Но, вы знаете, я почему-то уверена, что в городе у нас не так много приспособлений, дорог для того, чтобы ехать безопасно на велосипедах. Так что, ну, здесь же все для людей. Цивилизация, культура европейская. Мне нравится.
как вы видите, несмотря на дождливую погоду, сегодня у нас был очень насыщенный день. Вена настолько разнообразный и щедрый на достопримечательности город, что мы не смогли вместить нашу сегодняшнюю прогулку в одну передачу. Поэтому ждите продолжения нашего путешествия по Вене в следующих передачах. До скорых встреч! Пока-пока! Раз, два, три. И мы вместе с вами, и мы, телеведущие. Зовут меня Самат. Имя мое Долотбаков. Фамилия. Живу я в Токмаке. И мы сейчас находимся в сердце Европы. Это город... И мы сейчас находимся в сердце Европы. Это город Вена. Ну, серьезно. А дальше что? Мы были очень уставшие, и нам, если честно, было не до съемок. Так как мы прибыли ночью... А позади нас... Сейчас, я хотела... Температура Франция Франция первая. Окей. Они символизируют мир, справедливость, веру и... Так, война, да? Они символизируют Время можно сравнить с Джаргалчахом. В своем движении оно перемалывает все, а мы лишь пытаемся успеть собрать самое ценное. Время меняется, как и меняется сама жизнь, но сохраняется от поколения к поколению самое важное. То, что делает нас счастливыми, то, что во все времена было и всегда будет самым ценным. Алия. Теплота и забота в каждом доме.